Альбо які інші форми і які? Що ви думаєте на этот год? У даному випадку, коли напружена обстановка така, я виступала б за інший формат, не вуличний. Ніякий такий завуалірований. Бо, на мою думку, міліціянти, они недостойны того, чтобы им еще платить за это. Ну, это мой пункт гледжання. І так само комунальщики, я ведаю, так само ще не відказали на питання. Ну, така моя думка. Ніяк інакше. А як? Що могли б ви пропонувати? Нічого поки. Бо питання для мене, не було часу обмислити його добре. Некоторые кажуть у сімейному колі на Оул, некоторые кажуть, може концерти, може флешмоби, може які культурні імпрези. А ви що б ви так, вибрали з цього всього, який оптимальний, на ваш погляд, формат? Не можу докладно відказати на це питання. Бо небезпечно зараз людям виходить масово. Вельми небезпечно і милиция готова к задержаниям, и не хочется, чтобы люди еще пострадали больше. Дякую, Вики. Как по мне, все варианты были бы круто, потому что это такой день, когда... Это же день воли. И я за то, чтобы было все для людей и только для нас, потому что это как бы наш день. Мне очень нравится. Просто вот в колледже училась, и просто в тот день нас не выпускали из колледжа, нас были очень все против. Город был закрыт, и это неприемлемо. Это должен быть праздник, это должно быть как День независимости, как 9 мая. Вот и все. И все ж, як означать, на ваш погляд, треба? Митинги, конечно, должны оставаться, концерты какие-то тоже, потому что очень многие группы, которыми я восхищаюсь, то, что они поддерживают всю позицию нашей, можно так сказать, политической позиции, они должны выступать, какое-то мнение высказывать, да, концерты домашние. Вот мне нравится даже формат уличных концертов дворовых. Интересно очень сделали. Но люди сами собираются. Так что все равно будет праздник, и люди сами будут делать, конечно. Главное, чтобы никто этого всего не можно так сказать, не препятствовал. Все. Вот и все. Что еще? Ну, все-таки вот по поводу обсуждается вот именно уличный вариант. То есть вы считаете, что нужно вот именно, чтобы вот люди выходили, чтобы это было либо шествие, либо... Да, люди, которые должны видеть то, что нас много, и не должны бояться. Так что уличные, потому... Ну, они на то и видно, что люди увидят с окон, сколько нас, и не будут бояться. Дякую велике вам. Всего доброго. Ну, глядячи на епідеміологічну ситуацію, на мой погляд, лепей, напевно, мабуть, не збиратися такої великої кількості людей в одному місці, але насамрэч гэта можна так само і дома разам з сям'ёй адзначыць, таму я думаю, што, мабуть, зараз не вельмі істотна гэта зараз рабіць менавіта дзесьці на вуліцы. Вось. Але так пазітыўна адношуся. Ваша прапанова? Моя прапанова сустрэцца з сям'ёй і адзначыць гэта ў сямейным коле. Ну, я думаю, что это должно быть уличное мероприятие, потому что слишком много людей, нам нужно видеть друг друга, потому что за зиму все испугались, что, может быть, мы переоценили себя. Ну, просто для того, чтобы люди снова встретились, поделились вот этим теплом, как обычно, и все было хорошо и дальше. Думаете? Я считаю, что праздник, который объединяет нацию, должен проходить для нации. А нация – это, конечно же, не кухня и даже не какая-то кулуарная посиделка в лесу. Это, конечно же, площадь. У нас все-таки год единства, и это единство нужно демонстрировать. Нужно демонстрировать публично на площадях. Ведаеце, ніколі не задумалася аб гэтым пытанні, але вельмі прыемна, што людзі памятаюць аб гэтым свяце. Розныя ёсць гістарычныя, так, і розныя погляды на гэтае пытанне, але шчасце гэта заўсёды добра.
Так, я не ведаю, як наші влади до гэтага аднесуцца так. І, можа, канцэрт. Як гэта было на 100-годдзе, так, на 100 год, то гэта было б вельмі прыгожа, вельмі пенкна, так, на па-польску. Вельмі добра. І каб гэта было якийсь дагавор з уладай. Так, це для мяне было б, каб было міры, каб не было нічога дрэннага. Дякую. Тобто ви все ж більш схиляєтеся до вуличного формату, до якого? Який варіант? Так, это може бути на вулиці, але каб було мирно, так. І так, ну ж, я не ведаю, яка буде погода, але може, напевно, би прийшла би. Так, ну коли б це був якийсь, ну, недельку або у суботу. Дякую велике. Нема за що. Доброго дня. В курсе. Ну В курсе. что-то будет какая-то демонстрация. Вы не расстраивайтесь, Саша уже войска подтянул. О чем вы говорите? Их разгонят, как и все демонстрации. Уже так интересно. Это же натурально. Шествие запретят, а концерт кого-нибудь пригонит с провинции. Это в лучшем случае. Это в самом лучшем случае. А шествие у нас никак. Найдут причины. О чем вы говорите? Вы же в Беларуси, уважаемые. Отец и Бог никогда не допустит. Как мы раньше все праздники праздновали. Гуляние, ну там, ну как всегда был концерты где-нибудь на этом, как его, парке Горького, на всех этих площадках. Чтоб весело было людям. Чтоб они могли хоть что-то вспомнить. А не оглядываться, где прискочат опять мужички вот в таких повязках и будут разгонять. Понимаете? Так оно и будет. Вот поверьте мне. Я уже не год пожил на белом свете. Тоді як лічите, що може на ООН означать, і все ж означать, и як? Не понял. Русский. Да, извините, пожалуйста. Тогда вот как вы считаете, тогда может вообще не отмечать, либо все-таки отмечать, но как? Ну, в свое время даже 1 мая запретили, понимаете? Было же такое время, когда 1 мая было запрещено. Так что тут запрещай, не запрещай, люди все равно соберутся. Это же естественно. Ни один народ праздники просто не пропустит. Вы все-таки за уличный формат, либо за другой? И почему? Да пускай идут, кого трогать. Не трогайте их, они дойдут до конца Минска и назад вернутся. Вот вся идея. Любая пружина, если ее сжимать, она когда-нибудь выпрямится. Это же естественно. Чем больше человеку что-то запрещают, тем он, наоборот, хочет вот это сделать. Понимаете? Тут такая обычная проблема. Все вместе, разные формы. Для меня, наверное, важно, чтобы в моей стране была более мирная обстановка, неважно, где это будет, чтобы, во-первых, самое главное, не было никакого кровопролития, наверное. Это, наверное, беспокоит и больших, и маленьких, и взрослых, и детей, уже даже дети в курсе событий. Поэтому, наверное, не столь важно, какой это будет формат, важно, чтобы это все проходило, не знаю, в согласии, может быть, даже с Богом, скажем так. Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос, но хотелось бы вот такого светлого мирного неба, больше ничего. Мне кажется, лучше всего, если это день воли, проявлять волю, ну, наверное, в каком-то единстве и вместе, в семейном кругу. Ну, наверное, каждый в семейном кругу это отметит. Ой, от, напевно, нема у мене відказу. Напевно, вуличне шествие. Як завсюди було. Это, Я думаю, что каждый год это вуличная акция, тому традиция повинна заставаться традицией. Дякую велике. я не ведаю, що значить інші форми. Як у себе дома кожен і так зможе відмітити. Не ведаю навіть, що відказати вам. Ну, кожен все одно ведає, що він є, ми є і будемо залишатися білорусами. І все ж як означає, на ваш погляд, в яких формах ліпій? Ну, кожен вирішує сам, відказує за своє життя і за життя своїх близьких. Тому кожен вибирає сам.
Одни як акцию збиратися, другие дома. Ну, головне незалежність. І не нав'язувати свої погляди, думки. Жити своїм розумом. Нічого не бояться. Живе Беларусь! В любой форме, которая не противоречит закону нашего государства. Наприклад, Я думаю, что вы осведомлены не меньше, чем я, и прекрасно понимаете, какие могут быть формы, которые бы соответствовали законам нашего государства. Правильно? Спасибо. Ну, мне кажется, сейчас опасно на улице что-то проводить. Но вообще надо как-то помнить обязательно. День воли, память обязательно надо. Ну, не знаю, может быть, в кругу друзей, знакомых, дома посидеть. Но точно не забывать. Как-то так. Дякую. дякую велике. Ну, за цяперашніх абставін, конечно, на вулиці. Воля на то і воля, капець святкувати на вулиці. Супер, дякую велике.